Таджикский режим в очередной раз ужесточает контроль над религиозным образованием. Так, 6 октября Нижняя палата таджикского парламента рассмотрела и одобрила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие лишение свободы до 3 лет за незаконное религиозное обучение, в том числе через интернет. Соответствующий законопроект был разработан таджикским правительством. Согласно новому закону, те лица, которые ранее были привлечены за подобные действия к административному наказанию и в течение года повторно занялись незаконным религиозным преподаванием, будут привлечены уже к уголовной ответственности. Данная норма будет иметь общий характер, то есть будет применяться независимо от предмета преподавания. Разумеется, с учетом того, что население страны никакие другие религии не изучает, формулировка «религиозное преподавание» подразумевает только обучение исламу. В разработке редакции закона участвовало руководство ГКНБ. Согласно проведенным исследованиям, 95% молодых людей, примкнувших к радикальным группам и организациям, получали начальное образование в частных религиозных школах. Незаконное религиозное обучение осуществляется также через интернет. Исходя из этого, в поправках предусмотрено наказание в виде лишения свободы и за такой метод религиозного обучения, сказал первый заместитель госбезопасности Таджикистана Нусратулло Мирзоев. Следует отметить, что закон наряду с уголовной ответственностью преподавателя предусматривает также и уголовную ответственность родителей, которые обучают своих детей. И это при том, что еще в 2016 году под предлогом предотвращения радикализации молодежи в стране было закрыто последнее медресе, и на данный момент не существует ни одного учебного заведения, где подрастающее поколение может получить исламское образование, не нарушив законодательство, разработанное режимом. Если всех будут хватать их, сажать в тюрьму, естественно, это до добра не доведет. То есть в тюрьме у нас и так уже